Дорогие братья, иншаллах, мы сегодня завершим наше толкование или перевод, или обсуждение Фатиха, иншаллах. Мы начали Фатиха, хотя это давно, но иншаллах Фатиха состоит или включает в себя очень много. И иншаллах, там, когда мы читали или обсуждали первые 3 аята, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахмани Рахим, Малики Яумиддин. Мы делали целую хутбу про Аль-Хамд, то есть хвала, вся хвала принадлежит Аллаху Субхану Тааля. И сказали, хвала, когда человек говорит хвала Аллаху, вся хвала принадлежит Аллаху Субхану Тааля, это побуждает. То есть здесь мы сказали, ученые сделали такой интересный вывод, да, это понятие ученого. Это побуждает в человеке любовь к Аллаху Субхану Тааля. Когда мы говорим хвала Аллаху, то есть мы признаем, что Аллах дал нам все. Потом Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивого, милосердного, это побуждает в человеке надежду на милость Аллаха. Потом сказали 3-я часть, Малики Яумиддин, властелину дня воздаяния. Вот здесь мы остановились. Или мы оставили это ая, потом перешли на другие и сказали, что вернемся, иншаллах та'аля. И сегодня у нас будет тема, посвящена к дню воздаяния, судный день, Яумуль Кияма, Яумуль Ахира. Имена судного дня очень много. День воздаяния, день скорби, день расчета. И сегодня, иншаллах, постараемся объяснить о этом дне. Конечно, этот день, судный день, Аллах Субхану Тааля клялся, клянусь судным днем. Ла уксиму би яумил кияма. Аллах клялся. Аллах описывает в многих аятах, Аллах Субхану Тааля описывает, дал этому дню особые имена, особые достоинства, особые свойства. Ваида жаати тамматуль кубра. Тогда, когда придет великое, Аллах Субхану Тааля дает описание, этот день великий, великое бедство. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Вот эти аяты, мы должны задуматься над этими аятами. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Конечно, эта аят тоже подтверждение Малики Яумиддин. Сегодня, как мы сказали, будет речь идти о Яумиддин, о дне воздаяния, дня суда, когда мы все, как сегодня здесь соберемся перед Аллахом Субхану Ва Тааля, и каждый из нас должен ответить за все содеянное. Некоторые мусульмане обращают внимание на акиду. Акида – это хорошее дело. Акида – это вероубеждение. Акида – это единобожие, да. И думают, что акида – это какое-то дело в сердце, которое, если он поправил, если он исправил, или у него все в исправности, то есть это не следует из этого ничего, то есть дело. То есть он думает, что акида – это только вера в сердце. И ученые говорят, что акида, правильная акида, особенно акида, то есть убеждение о судном дне должно толкать человека на деяние. Это первая богобоязненность. Бояться Аллаха Субхану Ва Тааля. И приводит много доказательств, и логических, и шариатских. Если бы сегодня нам сказали, что завтра мы должны стать перед таким же человеком, как мы, руководитель, директор, я не знаю, или какие-то органы военные или силовые, и мы должны ответить за каждое наше сегодняшнее дело, и перед нами, и поставлены сверх нас камеры, то мы вели себя очень прилично. А когда нам говорят, что Аллах Субхану Ва Тааля, мы станем перед Аллахом, и каждое дело деланное, и каждое слово сказанное, нам придется ответить, и мы не задумываемся этом. Это говорит о том, что мы мало, если мягко сказать, мало верим в этот день. Из-за этого, еще раз говорю, акида, всегда те, которые любят или хотят, чтобы их акида давала эти плоды, которые дали в свое время сахабам, сподвижникам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то пусть знают, что если эта акида не даст плоды, то это не является правильной акидой. Не прав тот, который говорит, что я верю в Аллаха и верю в судный день,
и вере в судный день и не готовится к судному дню. Первое, что Аллах Субхану ва Тааля от нас хочет, если посмотреть сдалека или глобально на эту религию Аллаха Субхану ва Тааля, или если представить шариат, наш шариат, динул ислам, это религия ислама, если представить как большой механизм, первая ось, главная вещь в этом, главная часть это вера, это поклонение одному Аллаху Субхану ва Тааля, ибадатуллахи вахда, то есть не предавая Аллаху сотоварища. Это, конечно, все мы знаем, это первая часть. И второе, немаловажное, и даже рядом, который стоит с этим, это исалюль хайр, это довести до людей все благое, то есть делать то, что ты можешь хорошее своим братьям, рабам Аллаха Субхану ва Тааля. И как мы сказали, Аллах Субхану ва Тааля, если посмотреть на этот шариат издалека, то видно две основные вещи. И, конечно, мы это все докажем. Первое, что Аллах Субхану ва Тааля от нас требует, это единобожие, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Но это не хватит. Это не дело, имеется в виду, если не даст свои плоды, и не прав тот, который берет одну часть эту религию и оставляет вторую. Он не уверовал Аллаху Субхану ва Тааля, как это от него требуется. Пока хусну таамуль, если не будет у него отношения с рабами Аллаха, как Аллах Субхану ва Тааля это от него требует. Если спросим, какое место занимает вопрос судного дня. Конечно, когда мы слышим хадис Джабраиля, когда пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям пришел Джабраиль, спросил про аркан, про столпов имана ислама, хотя судный день сказано последним, скажем, но ученые говорят, судный день, место судного дня, то есть иман, вера в судный день, место этой веры в сердце человека должно быть после имана в Аллаха Субхану ва Тааля. Как это? Когда мы говорим, что мы верим в Аллаха Субхану ва Тааля, мы признаем Аллаха Богом, признали Мухаммада посланником, то должны признать судный день. То есть, когда мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля, который обладает наилучшими, высшими именами и атрибутами, из его имен справедливейший, мудрый, всезнающий, могущественный. И когда мы видим на этой земле два родных даже брата, даже обычно два мусульманина, сильный обижает слабого, богатый кушает, выпивает кровь бедного. И где здесь справедливость Аллаха? Аллах же, имя Аллаха, справедливейший, могущественный, как Он дозволил. И где этот день? Где справедливость? И ученые говорят, необходимо, то есть нет сомнений, что будет такой день, когда этот сильный ответит за свои поступки, этот богатый ответит за свои поступки. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он дал силу этому сильному. Он взял здоровье, скажем, у этого слабого. Не из-за того, что Аллах хотел кому-то дать за красивые глаза, скажем, или кого-то обидеть. Нет. Аллах испытал этих сильных с этими слабыми, чтобы узнать, как себя поведут эти сильные. Точно так же Аллах испытал этих слабых с этими сильными, чтобы увидеть, как поведут себя эти слабые. Точно так же и другие разновидности людей. Из-за этого вера в судный день – это результат. Это результат. То есть тот, который уверовал в единого Аллаха и уверовал в его имена и атрибуты, автоматически должен верить в судный день, потому что должен прийти вот этот день, когда все мы станем перед Аллахом Субхану ва Тааля и ответим за все свои деяния. Это рукн, это столб, как мы сказали, из основных столпов имана. Иман билляхи, мабда лиссаадати аль-башария. В этом мире мы, люди, ищем счастье, успех, благополучие. Валлахи, билляхи, таллахи, не видать и не быть этому, если человек не будет верить в тот день, когда он станет. То есть, если он потеряет эту веру, и скажет, все, того дня нету, значит, остается этот день, этот мир. Тогда он будет максимально искать свое для себя, свое я, свое удовлетворение.
Из-за этого ни счастья, ни благополучия, ни жизни нету, если человек не поверил в судный день. Не уверовал в судный день. И, конечно, что значит уверовать в судный день? Каждый из нас скажет, я верю, я верю. Аллахе, не веришь, если ты не готовишься. Не веришь, если ты не готовишься. Как это понять? Я верю, я знаю, что я стану перед Аллахом. А дальше, что ты делал? Что ты делал, если ты знаешь, что ты станешь перед Аллахом? Готовишься? Вот тогда ты веришь. Вот это называется верить. Нету у нас. Я верю, я знаю Аллах всемогущий, но я делаю и свои эти дурные, злые, свои незаконные, несправедливые дела. Значит, ты не веришь. Или твоя вера не полная. Из-за этого, если бы мы верили, то мы приготовились бы. Вот здесь надо подумать. Если человек верит, значит, он будет готовиться. Если он готовится, значит, он верит. А говорит, да, я знаю, я верю. Это не даст ничего, кроме как наказаний и в этом, и в том мире. А человек, как говорят ученые, если не верит в этот судный день, он как хайван муфтарис, хищный зверь. Хищный зверь. Почему? Потому что у него нету ни суда, нету для него, как сказать, силы, которые как-то его накажут. Сегодня у него есть, и он хочет заполучить максимальное удовольствие за счет других. Из-за этого вера в судный день. Вера в судный день. После веры Аллаха, если мусульманин не поправит в сердце вот этот свой, как мы сказали, большой механизм. Первая часть этого механизма – это вера в Аллаха. Вера в Аллаха толкает нас делать добрые дела. Да, любим Аллаха, Он дает, и мы делаем. А вера в судный день запрещает или удерживает нас от злых, от дурных дел. То есть от нас требуется, Аллах Субхану Тааля приказывает нам делать что-то, мы делаем это. И Аллах Субхану Тааля запрещает нам, как говорится, кнутом и пряником. Да, мы любим Аллаха, хотим рай Аллаха. Мы делаем, хотим достичь. Но есть у Аллаха и ад. Есть судный день, и судный день один из двух. Или рай, или ад. Из-за этого вера в судный день это только удержит человека в рамках шариата. Другие рамки, другие законы. Такой же человек, который, как ты написал эти законы, и сколько или кто из вас хитрее, умнее, он обойдет. Но когда мы говорим о Аллахе, Субхану Тааля, о судном дне, который он и видит, и внешне, и внутренне, что у тебя, с каким намерением, ради чего, ради кого ты это делал, тогда только это. И только это удержит человека от этих всяких дурных, непристойных дел. Без веры в судный день, тоже объясняет, это очень долго и длинно можно объяснить иман, вера в судный день. Без веры в судный день это дунья, как говорят ученые, становится габа, как животный мир. Сильный, он хозяин, слабый, он ничто не имеет. Богатый, он дает. Бедный, у него ничего нету. Из-за этого даже образно, если объяснить, вера в Аллаха Субхану Тааля. Это первая часть. И вера в судный день. Если эти две гайки, как говорят ученые, если их натянуть хорошо, Аллахи говорят, между этими двумя основами не будет ни одного греха. Даже если кто-то сделает какое-то греховное, сразу будет каяться. Почему? Потому что он знает, что завтра в судный день ему придется ответить за это плохое или грязное дело. Факала, сейчас мы приведем несколько хадисов, которые побуждают мусульман, то есть будет мусульмане вот это чувство веры судного дня. Факала, джа раджулун иля наби саллаллаху, пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи человек и говорит, я наби Аллах. Посмотрите на этот вопрос. Посмотрите, как сахаба спрашивает вопросы, какие они, что их волнует, какая у них забота и печаль. Ман акьясу наси ва ахзам. Аль-кайис переводится как проницательность, сообразительность, решительность, благоразумие. То есть кто из самых, то есть это усиленная форма слова, то есть кто самый благоразумный, кто самый сообразительный, кто из людей,
самый, который рассудительный, спрашивает у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тот, аксарухум закиран лиль маут, тот, который часто или больше других вспоминает о смерти, о судном дне. Тот, который из нас вспоминает, что он станет перед Аллахом, и что он ответит, вот он действительно разумный, действительно соображающий, действительно решительный, действительно осторожный человек. Ибн Мас'уд говорит, «Фаман юридиллаху ан яхдия», тот, который Аллах хотел направить на прямой путь, «Яшрах садраху лиль иман», Аллах откроет его сердце иману, исламу. И когда у него спросили, «Халли залика мин аламат», а можно это узнать? Вот хороший вопрос. Каждый из нас думает, что у него сердце открыт иману, сердце открыт исламу, что он большой мумин и муслим. И у Ибн Мас'уда, когда спросили, а можно, есть признаки, что у него иман, ислам на месте? Он говорит, да, нам, если он будет любить судный день, ждать, готовиться к судному дню больше, чем он готовится к этому мирскому ограниченному дню. Если его Аллах Субхану Ва разбудил в нем любовь к судному, то есть в тот день, вера в судный день, что он станет, часто думает, еще раз говорю, думать это не так, откинулся и подумал. Подумал 3 часа, думал и все, встал и ушел на работу на свой харам. Это не думать, это наоборот, успокоить себя, что у тебя все нормально. Готовиться. То, что я делаю, то, что я кушаю, то, что я зарабатываю, это халяль или харам. Ни один не войдет в рай, пока не будет спрошен. Каждую копейку откуда взял, куда послал, как израсходовал. Каждую копейку. И думайте, вот это богатство, эти деньги нам дают для того, чтобы мы вот гордились. Нет, это будет там счет. Счет, каждая копейка откуда взята, куда израсходована. Аиша, когда услышала про этот судный день, спрашивает у пророка, жена пророка, радиаллаху анха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает, этот судный день, когда Аллах Субхану Тааля воскресит всех людей, голыми, босыми, необрезанными, как мать родила. Когда услышала вот это ужасающую, вот эту страшную картину, Аиша спрашивает у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а мужчины и женщины будут смотреть друг на друга? То есть там все стоят, все с первых дней Адама до последнего дня, судного дня, которые были на этой земле, когда станут перед Аллахом Субхану Ва Тааля голые. Аиша спрашивает, а люди, мужчины и женщины будут смотреть друг на друга? А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, о Аиша, у каждого больше, чем эта забота, чем смотреть друг на друга. То есть там забудут, кто мужчина, кто женщина, там один. Или рай, или ад. Нету третьего. Там один путь. Или туда заведут, или туда заведут. Там уже забудут люди, кто, кем, зачем. И Аиша тоже спрашивает в другом хадисе, а будет кто-нибудь вспомнить о своей семье? Судный день, вот это страшный день. Вспомнит кто-нибудь о своей семье? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, в 3 местах никто не вспомнит ни о ком. Первое это, когда поставить весы, и каждый будет смотреть, что, какая чаша его, какая его чаша тяжелее. И мизан и сират, это когда на мост над Джаханнамом, над адом, когда протянут, чтобы прошли, мумины пройдут, не мусульмане упадут в ад. И там, первое это где мизан и сират, и где раздадут книги деяний, когда раздадут книги деяний, люди не будут знать, как им подадут. Верующим это подадут в правую сторону, неверующим это сзади и с левой стороны. Каждый из нас каждый день или каждую неделю видит, что кто-то умирает. Дауду, алейхиссалям, передает тоже, пришел этот ангел смерти и говорит, я ангел смерти, пришел забрать твою душу. Дауд, алейхиссалям, говорит, а ты же не предупредил, пророков предупреждают. И ангел смерти говорит, умер у тебя двоюродный, троюродный, сосед, и сколько тебе еще надо было предупреждений. У каждого кто-то где-то когда-то умер.
И все мы последуем. Придет день и скажут, что я такой-то веке, такой-то умер. Умер. И многие думают, если умереть, то все. То не все, только начало. Смерть — это не конец. Не конец, это только начало. Это только начало. И насколько мы понимаем, насколько мы верим, что смерть — это начало. Это если мы му'мины, если мы верим в это дело. А если нет, то конец, все. Больше ничего нет, тогда давай, пока есть сил и возможность. И могила это или райский сад, первое. И Усман ибн Аффан говорит, каждый раз, когда стал над могилой, плакал. И когда у него спросили, когда речь идет о аде, о рае, ты не плачешь, как ты плачешь, когда стоишь над могилой кого-то. Он сказал, я слышал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, первое место, первое жилье мусульманина – это могила. Если здесь будет хорошо, то дальше еще больше будет хорошо. А если здесь будет плохо, то дальше еще хуже. Из-за этого, когда он видел могилу, говорят, плакал очень больше, чем когда он слышал про ад и про рай. День суда, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, из огня выйдет шея, огненная шея, у него глаза и уши, и скажет, двумя ушами и скажет, я для троих. Вот этот огонь специально Аллах Субхану ва Тааля делал для троих, для высокомерных, те, которые проявляют высокомерие. А что такое высокомерие? Это если узнал истину, узнал слово Аллаха, узнал, что надо делать, не сделал, это и есть высокомерие. А не там одеть хорошо или купить что-то дорогое, это не высокомерие. Высокомерие это то, что, если узнал истину, оставить или отвернуться. Или это первая категория, или поклонявшиеся помимо Аллаха кому-то, то есть ширк, и тем, которые рисуют эти рисунки. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не видел я зрелище ужаснее, не видел, не приходилось мне видеть зрелище более ужасного, чем эта могила. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что нету ужаснее, не видел зрелище, он видел и ад, и рай, но ужаснее, чем эта могила, не видел. Из-за этого хочу сказать про судный день, и как это начнется, признаки судного дня. Потом первый этап, когда Аллах Субхану ва Тааля воскрешит всех, что произойдет, там целые десятки хутбов не хватит. Сегодня что мы хотели? Хотели сказать, что слово «Малики яумиддин» мы фатиха обсуждаем. Альхамду лиллахи роббил аламин. Альхамду лиллахи роббил аламин. Хвала Аллаху. Ар-Рахмани Рахим. Милостивому. Малики яумиддин. Властелину судного дня. Действительно мы читаем фатиха. Если да, то это фатиха, как мы начали, когда начинали объяснение фатиха, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек и сказал, там какой-то некий раб Аллаха делает большие греховные дела, но он читает намаз, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот намаз непременно удержит его. То есть, удерживает ли наш намаз? Не удержит, если мы, во-первых, не поймем, что читаем. И сегодня, как мы сказали, все в хутбе невозможно рассказать. И после аста будет, иншаллах, и в следующей хутбе про судный день очень много надо говорить, очень много, как мы сказали, напоминать, потому что мы забываем. И второй хутбе, иншаллах, приведем очень такой полезный пример, особенно касающий нас, о судном дне, конечно. Иншаллах, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Усикум битаква Аллах, ва ияй, ва хафзукум ала таати, вастагфиру. Как мы сказали, вторую хутбу хотел посвятить на очень хороший пример, особенно который касается нас. Мы
многие здесь, прихожане мечети, не местные, скажем, да, мы приезжие сюда, многие из нас, и мы должны вернуться. То есть родились мы где-то там, приехали сюда по разным причинам, да. Субханаллах, мусульманин должен быть умным всегда. Из каждого своего поездки, скажем, где он живет, как он живет, и что вокруг него, должен извлекать максимально уроки. То есть голова мусульман всегда извлекает себе уроки на судный день. Субханаллах, и очень, как я сказал, очень образный такой интересный пример, касающий прямо нас. Все мы, или большинство из нас, приезжие и должны вернуться. Здесь мы снимаем квартиру, живем, да. Но некоторые, субханаллах, забывают, что у них там родина, что у них там могила, там родные, близкие. И остаются здесь, зависают, все. И обустраиваться, все. Но придет день, им надо вернуться, хотят или не хотят. То есть это пример, мирской пример, через который мы можем выйти на очень интересный пример. Вот так же мы в этом мире. Мы в этом мире гости. Мы в этом мире гости. Мы как в съемной квартире. Квартира не наша. Мы сняли квартиру. Но некоторые забывают. Сняли квартиру на 50 лет, то есть этот мир, скажем, да. Сняли 50 лет, 60 лет, 100 лет. Придет день и скажет нам, выходите. Идите к себе, откуда пришли. И не спросят, хочешь ты это, не хочешь. Не твоя квартира, временная. Но, субханаллах, 50-60 лет человек сразу начинает забывать и думает, что он здесь вечен, и обустраиваться здесь самой дорогой мебелью, забывает, что ему надо вернуться туда. И еще раз говорю, это очень маленький, но очень человек, насколько он будет думать, ему откроется вот это, что такое этот мир сегодняшний, ограниченный. Пришли и уйдем. И, конечно, это не просто так взят пример или образ. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет, что такое этот мир. Сколько здесь, как путешественник, который идет по пустыне и нашел дерево, сел под дерево, ему надо идти. Но ему там понравилось, некоторые, это тень и вода там понравилось, и сидят, но им надо дальше идти. Точно так же мы в этом мире квартиранты. Закончится время, которое нам арендовали, уйдем. Но что у нас там? Что-нибудь приготовили? У Умар ибн Абд-аль-Азиза спросили. Пришел человек и спрашивает, все мы, мусульмане, знаем, что мы умрем. Мусульмане, хороший мусульманин спрашивает у хорошего, праведного халифа. Мы верим, что мы умрем, но, субханаллах, не тянет тот судный день, не тянет. Вот внутри такое ощущение. Как это объяснить? Умар ибн Абд-аль-Азиз говорит, вот этот же пример. Если у тебя здесь, в этом месте, где ты живешь, у тебя большой дом, работа, семья, все, и тебе говорят, езжай в другой город, где у тебя ничего нету. Захотел бы ты туда ехать? Нет. А если наоборот, у тебя здесь ничего нету. В другом городе у тебя и дом, и семья, и работа. Ты каждую минуту ждешь, когда тебя отправят. Точно так же те, которые вот обустроились, хотели здесь навечно, зная, что и это не вечно, мы своими глазами видим, что мы должны уйти отсюда. Ушли те, которые были до нас, уйдем и мы. Но насколько мы, еще раз говорю, насколько мы верим, и эта вера толкает нас, чтобы приготовиться. И Умар ибн Абд-аль-Азиз привел ему очень хороший пример. Точно так же, как человек не любит уйти с одного места на другое, где еще не приготовил себе место хорошее. Точно так же мусульмане, если не приготовил себе там побольше намазов ночных, побольше садака, побольше добрых дел, побольше сабр, терпения. А тот, который туда отправлял, он ждет, когда пойдет к своим туда. Из-за этого, еще раз говорю, вот это очень хороший пример тому, кто задумывается и берет и извлекает себе уроки от этого. Конечно, и очень тоже понравилось в стихотворном форме, но про судный день, скажем, и хотя
в стихотворном форме можно говорить, все эти арабские или шариатские книги, многие написаны в стихотворном форме. Прочту, это, быть может, тоже кому-то даст какую-то пользу, разбудит иман. Покинул брат, этот мир покинул, без веры ушел, навечно сгинул, не познал Аллаха, не читал намаз, не открыл Коран, усладу глаз, так и не узнал, что вечность потерял, думал, что в жизни он больше всех страдал. Нет, в темноте могилы он узнает, как неверных ангелы встречают. Не помогут ему ни дети, ни деньги, ни дети, ни медали и провожающие эти. Вот исчез белый свет, что обманчив, он лишь рой, так был заманчив. Обманул тебя, ты проиграл, все, что нажил собой, ничего не забрал. 3 вопроса Мункера и Накира больнее, чем все страдания мира. Трудно понять, что ты проиграл, дарвинизмом жил, сердцем принял. Слишком поздно, теперь что ты скажешь? Что про Господа им ты расскажешь? Что про пророка, что про ислам? И поверят ли они твоим словам? Вспомни, как часто ты смеялся, как от слов имамов отказался. Мимо мечети всегда проходил, для намаза и минуту не находил. Не знал, что смерть неожиданно приходит, не знал, что смерть везде находит. Твои знания не смогли огородить, не помогли смерть опередить. Люди плачут над твоей могилой, но какая тебе польза от этих людей? Над тобой читают аяты Корана, слово Аллаха, которое ты считал обманом. И но какая от этого польза? Никакая от этого польза. Аллаха просим, чтобы Аллах помиловал, простил нам наши грехи, дал нам истинное знание, направил нас в прямой путь и дал нам понятие в этой религии и простил нас наши родители.